В эфире канала «Грозный» ток-шоу «Северный Кавказ. Прямая речь». Сегодня эту программу буду вести я, Ашемес Пхешев, ведущий программы «Вести Карачаево-Черкесия». Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – статья главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, напечатанная в газете «Известия» под патриотическим названием «Потому что Родина». Я уверен, что многие присутствующие здесь в студии ознакомились с данной статьей, но позволю себе напомнить, что речь идет о запрете на выезд за пределы Российской Федерации, за пределы нашей границы, лиц, имеющих отношение к государственной тайне. Статья вызвала большой общественный резонанс. Естественно, есть те, кто против, и есть те, кто за данную инициативу. И здесь я хотел бы отметить, что очень много людей, буквально можно открыть интернет и ознакомиться с тем, что очень большое количество блогеров, обычных людей поддерживают данную инициативу. И инициатива для обычных людей, может быть, скажем так, может быть не в пользу чиновников, но обычные люди эту инициативу поддерживают. Я хотел бы, сегодня у нас здесь присутствуют как представители законодательной, исполнительной власти, так и представители общественности, молодежь. И, наверное, первый свой вопрос я хотел бы адресовать к председателю парламента Чеченской Республики Дукуваха Абдурахманову. Вот какая ваша реакция на данную инициативу? Я приветствую ведущего. Отрадно, что у нас не только наши с Грозного выступают судьями, арбитрами на таких мероприятиях, но и наши братья из соседних республик. По существу вопроса. Он актуален, если бы он не был бы актуален, этот вопрос, он бурю в той социальных сетях, о которых вы говорите, не вызвал бы политических, юридических дискуссий. Но при этом мы должны сказать, здесь присутствует депутат Госдумы Шамсайл Саралиев, который инициировал по предложению Рамзана Ахматовича законодательную инициативу Госдумы по этому вопросу. То, что озвучено Рамзаном Ахматовичем, предложение о запрете выезда за пределы государства, лиц, имевших доступ к государственным тайнам, поддерживает более 99%. Вот если мы возьмем 1000, 1500, 2000 блогеров, которые высказывают свое мнение, а также политиков, политологов, чиновников, мы можем насчитать несколько десятков человек, типа тех Касьянов, Гудков, Немцов, которые сказали бы другое. Даже Навальный, пусть оговорка, меня не выпускает все равно, но говорит, что он поддерживает Кадырова. Поэтому актуален этот вопрос, значим вопрос, и значим он для российской государственности. Не для нас, просто мы, граждане России, здесь собрались в Грозном, высказываем свое мнение. Для российской государственности. Почему? Потому что мы имеем уроки 91 года. Главнокомандующий Горбачев в одностороннем порядке пересматривает, я так это понимаю, как историк, Потсдамской конференции, решение, и мы, отдав на алтарь победы в 1945 году на сотни миллиардов долларов инфраструктуру наших вооруженных сил, западной группы войск, оставляем там. А потом все это списывают на Чечню, войну здесь, на сепаратизм. Абсолютно разные вещи. И после этого, начавший войну в собственном государстве, получил за кровь в своем государстве Горбачев, бывший главнокомандующий, если он родину свою продал, это стратегия. Неужели он не продаст остальное в тактике, где какие шахты стояли, где что, или даже финансовую систему, не обязательно вооруженные силы. Финансовую систему, сколько у нас баррелей нефти, сколько может быть цена на баррель в долларах и так далее. Все, что касается президента страны, главнокомандующего, это государственная тайна. 99%. 1% это его дом, семья. Остальное это стратегия. Почему он свободно ездит, выступает, и заметьте, он выступает постоянно на Западе. Не в Саранске, не в Черкесске, не в Грозном, Махачкале, он постоянно выступает на Западе, где он Пригожин как предатель. Это четко мы говорим, мы не должны бояться этого слова. Он свою родину продал, весь этот огромный потенциал, миллионы людей ему доверили власть над собой,
а он всех продал. Следующий Ельцин. Пусть Ельцина сегодня нету, но он тоже, если бы был бы на его месте другой, разъезжал бы. Это единственный, наверное, человек истории, который за деньги уничтожал собственную армию. Найдите в истории другого, самого отъявленного бандита, бывшего главнокомандующего армии, чтобы он сам уничтожал свои ракеты, свои секиры, свои кинжалы и другое. Это только Ельцин делал. А ведь люди, которые рядом стояли с Ельциным, сегодня спокойно разъезжают. Касьянов, председатель правительства, он имел прямой доступ к государственным тайнам, прямой, как председатель правительства. Он возглавлял различные комиссии отношений ВПК. Но опять же, мы сегодня зависимость ВПК от кризиса финансов нам известна. А этот человек, посвященный во все финансовые тайны Российской Федерации. Немцов первый заместитель председателя правительства Российской Федерации. Ну, кажется, известная фигура. Давайте от них уйдем и уйдем к, казалось бы, публично неизвестным личностям. Есть комитеты Совета Федерации, есть комитеты Государственной Думы. Пусть об этом уже Саралиев нам расскажет. Там сидят генералы, которые командовали флотами, армиями, округами, у которых были подчинены эти самые ракеты, сотни тысяч солдат, офицеров, моряков, стратегические вооруженные виды войск, и они спокойно разъезжают, как туристы, по всем странам. Допустимо ли это? И почему мы думаем, что если человек один раз что-то допустил, второй раз это не допустит, что рядом с ним ездят вооруженные охранники или структуры его с нашей стороны сопровождают? Отнюдь нет. Он едет как чиновник, он едет как депутат Федерального собрания или в другом виде. Поэтому абсолютно четко я согласен с Рамзаном Ахматовичем, я поддерживаю его предложение. Он должен получить не только законодательную инициативу, он должен инициативе получить законодательное завершение принятием соответствующих постановлений федерального руководства и Федерального собрания. Как закон ограничен, должен быть выезд за пределы тех, кто имел прямой доступ как к финансовым тайнам, так и государственным военно-стратегическим тайнам. А все люди, о которых я говорю, а вы можете, переворошив список Федерального собрания, администрации президента, правительства Российской Федерации, их заместителей, вы получите людей, которые служили в тех или иных видах войск, в штабах этих войск, имели прямой доступ к кодам, кодированным тайнам, и отсюда уже сумма выходит. Сколько адмиралов сегодня переодето эти мундиры гражданские. Вот сидит депутат парламента Чеченской Республики Александр Радван, он на границе командовал полком целым. Я тоже имею полковничье звание. Но мы не имеем стратегическим отношением. Но при этом мы не должны быть свободны. Куда хотим, туда и поехали. Но те, о которых я говорю, это адмиралы флота, генерал-полковники, генштаба. Сегодня они депутаты, сегодня они администрации в счетной палате. И никто не думает, когда они выезжают, что им нельзя выезжать. Но эти же люди вчера, ровно месяц назад, 3 месяца назад, имели доступ к государственным тайнам. Абсолютно правильное предложение Рамзана Ахматовича. Я поддерживаю, не только я поддерживаю. Мы собрались, наверное, чтобы высказать свое мнение. Подчеркиваю, заканчиваю. 99% выступающих в социальных сетях в прессе подчеркивают. Единственная обида у многих, а почему это Рамзан сказал, почему я не успел раньше Рамзана сказать? Ну, наверное, потому что вы начали государство. Он государственник, он патриот, это нужно Родине. Потому он и сказал. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Хотел бы обратиться к депутату Государственной Думы. Вот как отнеслись к данной инициативе в Государственной Думе, и не было ли вопросов о том, что вот это какие-то ограничения свободы человека, ограничения свободы передвижения там, определенной личности, да? Как отнеслись к этому в Государственной Думе? Мы постоянно обсуждаем разные законы в Государственной Думе, в стране, разные инициативы. И мнение одного взятого депутата или какой-то группы депутатов, да, там, в Совете Федерации, ну, лично для меня никакого значения не имеет. Почему? Потому что мы всегда должны опираться на мнение наших избирателей, на мнение людей, которые нас избрали и направили в Государственную Думу, там, Совет Федерации, на какой-то пост ответственный. А мнение, как здесь уже говорилось, и Духлагой, 99%, я вот еще раз говорю, я не поленился, я тысячи комментариев сам лично просмотрел, и комментарии
во всех блогах, во всех страницах. И действительно там говорили, почему это говорит чеченец, а почему это не говорит наш русский. Также мнение разное, почему сегодня мы боимся, что вот не поддержит наше правительство эту инициативу. Но на самом деле это было в прошлом году, если вы помните, когда мы выходили с инициативой о том, чтобы не упоминали национальность преступника, которая вот в основном, в принципе, все СМИ руководствовались этим, там, чеченской банд-подполье, там, чеченские террористы, или чеченский какой-то бизнесмен разорил там какой-то швейцарский клуб, когда при этом они не называли национальность Березовского. На самом деле в Государственной Думе и в Единой России выступили против этой инициативы. Такие там политологи, которые для меня ничего не значат, там Чесноков, там Орлов, да, то есть в Генеральном Совете Единой России. И мнение у депутатов, ну вот зачем опять, вот, и так далее, и так далее. То есть общественность нас поддержала, когда фонд общественного мнения. И вот на что мы опирались. Опирались на то, что нас поддерживает общественность. И в итоге, через буквально 3 месяца, в декабре, Владимир Владимирович Путин поддержал эту инициативу. Он сказал буквально, я поддержу эту инициативу, как все процедуры пройдет этот закон, и я его обязательно подпишу. О чем это говорит? Это говорит о том, что нужно инициативу посмотреть, как к ней относится общественность, люди, изучить, обсудить с экспертами. И еще один момент. Что касается того, ведь кто противником у нас выступил сразу вот против того закона о национальности, это те, кто на этом себе делал рейтинги. Все эти 20 лет на нашей крови, на нашей беде. А здесь кто поднял этот вопрос? Те, кто хотел бы все-таки, у кого дети за границей учатся, у кого есть активы, у кого есть планы, и они свое будущее вот с нашей страной не видят. И, конечно, они будут против. Они и так против того закона, который Путин внес сейчас в Государственную Думу, о том, что чиновник не имеет права в иностранных счетах держать какие-либо активы. Но, конечно, это не нравится. Это тоже нарушение прав. А мы говорим о том, что если министр обороны Сердюков сейчас вдруг ему вздумается сбежать, но его же с удовольствием примут в любой западной стране. То же самое Лужков. Как бы к нему ни относились москвичи или общественность, но он все знает. Все, что находится под землей Москвы. Это так называемое метро-3. Это такие поезда, да, где можно быстро эвакуировать там высшее руководство государства. Там какие-то подземные переходы, какие-то ПВО системы. А ведь Москва это что? Это разве столица Бельгии? Или там Австралия? Это столица там крупного государства ядерного державы, у которых вот просто уже внутри врагов много, так и внешне все враги. И когда мэр сбегает в Австрию или просит вид на жительство в Латвии, конечно, спецслужбам он настолько интересен будет. Да. И есть еще одно мнение. Вот мне оппонировали, говорили, ну вот сегодня у нас технологии позволяют, мы можем, сидя дома, сливать информацию. Так я им отвечаю, что бы вы выбрали, будь вы на месте там какого-то там спецслужбиста, человека иметь у себя в кабинете, разложив карты, который сам к вам пришел, и туда уже обратно не может уехать, потому что прокуратура его ждет, и рассказывает вам всю информацию после того предложения, которое вы ему сделали, он не смог отказаться. Или же он где-то какими-то кодами, и вы за это платите деньги, вам присылает информацию. Все отвечают, конечно, и человек, который сам сбежал. И еще один момент, если вы заметили, к нам почему-то не бегут мэры Лондона. Я прошу прощения, как раз таки об этом я хотел в продолжение этой темы спросить. Есть ли случаи вообще, чтобы руководители, может быть, государств других или там мэры городов крупных за границей, за пределами Российской Федерации, там министры обороны, там были такие случаи, чтобы они приехали к нам, просили вид на жительство, хотели нашего гражданства и жили у нас? Был, наверное, на одной руке пальцев можно посчитать, и то не все. Это может быть Оскар Акаев из Киргизии, но это далеко. Я не хочу обидеть Киргизию, но это далеко не Лондон, не Париж, не Соединенные Штаты Америки. Нет таких прецедентов. Но у нас с нашей страны 10 миллионов человек уже убежало.
А в Лондоне проживает 300 тысяч людей. И многие из них убежали, это так называемые беглецы, с огромными активами, то есть деньгами Российской Федерации. И мы видим сегодня все эти группы, которые так или иначе помогают оппозиции, помогают каким-то революциям. Мы видим пример Березовского, видели этого человека, да, который, имея высокий статус замсекретаря Совета Безопасности страны, потом депутатом, имея огромные знания, эмигрировал в Лондон и получил политическое убежище. Получается вопрос открытый, почему эти государства с таким удовольствием принимают этих людей? Естественно, потому что в том числе и та же государственная тайна, о которой сегодня идет речь. Там два слова добавил бы, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. О патриотизме Федерального центра Северного Кавказа. Я в Страсбург выезжал, и у Маханов со мной был тоже кавказец. Вот идет Европарламент, заседание, я с Кавказа, с Грозного, везде по всем кабинетам, фракциям Европарламента восклицаю: да здравствует Российская Федерация, да здравствует государственность России и Путин. Депутат Госдумы Гудков едет в Америку и на всех своих коллег по Госдуме, кто зачем, чем дышит, чем живет и где какие тайны. Пусть он начнет отрицать. Показывало центральное телевидение, это не мои слова. Это к моменту о патриотизме и государственности, с чего мы начали. Второй момент о государственных тайнах. Помните, нашли повод, из-за дочки задержали Адамову, министр атомной промышленности Российской Федерации. Где могут быть выше тайны? Если бы он не выехал бы, до истечения 10 лет, к примеру, 15 лет, его не задержали бы. Он только исполнял должность министра, вчера сидел в кресле, сегодня выезжает, его задерживают. А кто из нас, здесь сидящих или в Москве, нам скажет, о чем его там спрашивали? Потом другой случай, Бородин. Это фигуры высшего эшелона федеральной власти. Что говорил Бородин, Америка, откуда мы знаем? Но ведь эти моменты бывают не только в нашей стране. Сегодня мы и говорим о своей, мы же можем по СНГ пройти, по Украине, Белоруссии, подобных фигур мы и там тоже находим. И почему-то все на государства НАТО и Америки. Поэтому вот приводя эти примеры, никто не может отвергнуть, что инициатива не своевременна или она не нужна. По этим фигурам, по этим моментам мы видим, прецедент есть. Его нужно дальше, чтобы он не разошелся волнами, притушить. Служил отечественно на той должности, где была гостайна. Сиди лет 10 дома, потом поедешь на отдых. Мое твердое мнение такое. Вот я хотел бы тоже отметить, получается, что вот, лично у меня складывается такое впечатление, что на самом деле эта проблема уже давно назрела. И Рамзан Ахмадович вот в своей статье, выразил мнение, скажем так, мнение общественности, да, мнение людей, и на сегодняшний день этот вопрос требует определенного решения именно на сегодняшний день, потому что вот вы говорили о том, что 10 тысяч людей, там, чиновников различного уровня выехали за пределы Российской Федерации. И по вашему мнению, какие причины могут послужить вот выезду этих людей за границу? И если сегодня здесь вот присутствуют юристы, я хотел бы вот задать вопрос с юридической точки зрения, насколько вот это обосновано, насколько вот эти ограничения, они на выезд обоснованы, скажем так вот. И есть ли какие-нибудь запреты? Мне представляется следующее, значит, тут, по-моему, и удивляться нечего. Надо просто выполнять закон, который, значит, законы, которые, значит, регламентируют деятельность в этой сфере. А какие конкретно законы? О гостайне, об оперативно-розыскной деятельности, принятые в 93-м, соответственно, 95-м годах. Они в новой редакции приняты, а действовали подобного рода законы во все времена. Человек, который поступает на работу, значит, он подписывает под определенными бумагами, где, значит, обозначаются определенные обязательства о неразглашении государственной тайны,
о том, что он согласен после того, как он оставит работу или уйдет с работы по каким-то уважительным причинам и иным, он 5, в зависимости от степени, значит, формы допуска к секретам, 5-10 лет будет невыездным. Просто эти законы надо выполнять. Это ничего нового в этом здесь нет. Понимаете, вот, Который на данном этапе не выполняется. Все регламентируется в вышеуказанных законах. Этими же законами определяется, значит, степень ограничения прав на передвижение, значит, личную и семейную тайну, переписка, ну, перестация корреспонденции, так называемая, значит, на публикации, значит, различных материалов, средств массовой информации. Ну, допустим, в Великобритании устроили обструкцию газетам Guardian и Observer, так, которые публиковали различные статейки о деятельности спецслужб Британии. Тут же им дали по рукам. Это нормальное явление. На мой взгляд, значит, какие причины, это понятно. Разница, значит, по содержанию чиновников в советские и нынешние времена, это, видимо, те времена было меньше финансовых, значит, ресурсов, авуаров на счетах, у них просто не было за рубежом, надо полагать. А сегодня, как было, красная линия отмечена председателем парламента, просто надо выполнять, значит, законы, которые на сегодняшний день они приняты, они, значит, их надо просто выполнять и более. В принципе, недостаточно сегодня. Нужна новая законодательная инициатива и новый закон. Товарищ Стач, на мой взгляд, я же говорю, значит, 5-10 лет. Сейчас выезжают чиновники, которые обладают серьезными секретами, являются секретоносителем, правильно? Кто-то допускает, значит, их выезд. Допуская их выезд за рубеж, соответственно, не выполняются законы, которые приняты, значит, сегодня, вот Госдума, ну, имеет сегодня принятые. Там, если можно, там скорее речь идет сейчас, если мы будем инициативу эту рассматривать, о расширении перечня лиц, которые попадают. Тот закон от 93 года о гостайне, он, да, касается сотрудников спецслужб, там, командиров подводных лодок, там командиров каких-то частей, там, ПВО и так далее. То есть им можно, они не выездные? Они не выездные, Они однозначно. Мэры городов мэры, крупных... которые больше знают информации, даже тот же Кудрин, он знает, он строил новую экономику страны. И вдруг, если ему вздумается там сбежать, он может указать там каким-то Соросом и так далее. Вот сюда бейте, здесь у нас очень слабое звено, вот здесь система рухнет экономическая. К примеру, я говорю. То есть это тоже вопрос открытым для общественности, для экспертов, для того, чтобы мы могли посоветоваться, пообсуждать и действительно расширить этот список. И если человек действительно, как говорит наш коллега, подписывал документ, неважно, будь он мэр, будь он председатель правительства, и по окончании своих полномочий, обидевшись, а до этого всем заявлял, что он гражданин, патриот страны, а тут вдруг раз его там уволили за недоверие, он покидает страну, просит вид на жительство в Латвии, ему там отказывают, припомнив его старые там наезды на их страну, он едет в Австрию. Семья там, капитал там, дети там, соответственно, вот такая вот ситуация. Что с этим делать? Поэтому мы на обсуждение вынесли этот вопрос уже законодательной инициативы. Маленькая ремарка, значит, есть такие формы 1, 2, 3, где если человек подпадает под ту или иную форму допуска, все, это уже, значит, категория, значит, людей уже обозначена четко в законе. Ну, какие-то дополнения могут быть, на мой взгляд. Благодарю. Насколько была актуальна вообще эта тема в советский период? Я хотел бы вот попросить вот представителей Минобразования, там, Чеченской ССР, которые работали в то время. Если есть, пожалуйста, прошу ответить. Я должен сказать, что эта инициатива, которая исходит от нашего главы государства, она не случайна. И ее надо воспринимать как не просто закон, а как вот сейчас вот товарищи говорили, а вспомнить о том, что закон уже есть, но тем не менее и плохо выполняется. Поэтому для нас, я 14 лет проработал министром образования у нас в республике,
возглавлял народное образование. Поэтому, зная, какое значение имеет вот этот выезд, не выезд для молодежи нашей республики. И вообще в идеологической работе, воспитательной работе это очень значительное явление. И я очень хорошо, как председатель парламента об этом сказал, очень четко и ясно, поддерживаю эту инициативу и с большим уважением отношусь к этому. Своевременное в законодательном плане нужно это утвердить, затвердить, как говорится. Поэтому, почему? Потому что каждый чиновник, какой бы он ни был ранг у него, он обладает какой-то, значит, информацией, которая нежелательно, чтобы знали все службы иностранных разведок. Поэтому, значит, это очень своевременная и правильная инициатива. А была ли проблема в советский период времени, да, вот именно возникала ли такая проблема? Ну, в советский период за этим вопросом вот, очень тщательно следила, значит, это самый комитет госбезопасности. И если кто-то выезжал за границу, то группа выезжала, то в обязательном порядке эта группа, может, и не знала, но там был работник. Человек, который следил за этим делом, кто с кем там встречается, кто какую информацию ведет и так далее. Такие случаи бывали. И это контролировалось. И вообще, в период советской власти очень много было интересного и хорошего в идеологическом плане. Вот молодежь, ее надо воспитывать. Воспитывать и на этих традициях, которые, значит, и в свое время даже значит, эта самая партия имела целые отделы идеологические. Но, тем не менее, за этим надо это законодательно, правильно и следить, и исполнять эти законы. Вот я. Знаете, вот в статье прозвучала такая мысль, вот в этой инициативе, где говорилось о том, что речь же не идет о обычных гражданах, которые хотят посетить за границу, хотят отдохнуть. Речь идет именно о чиновниках, которые реально обладают определенными тайнами, да, которые невозможно, просто нельзя, категорически, может быть, нельзя я вас понимаю. Выезжать и... Я вам скажу, что такие ранги, как министр, скажем, образования, он в какой-то степени обладает этой информацией, которая нежелательно, чтобы спецслужбы наши иностранные ею владели. Например, вот простой вопрос. В те времена, когда я работал министром образования, у нас очень важным вопросом считался всеобуч. То есть обучение учащихся по среднему образованию. И чтобы решить эту проблему, отсюда вытекали очень много вопросов. И вопросы кадров, вопросы отношений, воспитательной работы, значит, обучения и так далее, и так далее. И вот все эти вопросы были, ну, конечно, где-то обладали своей определенной, значит, направленностью, которые разглагольствовать на эти темы навряд ли нужно было. Кто-то, или чтобы о них спецслужбам размножать не нужно было. Вот эти вот вопросы, конечно, своевременно подняты, и наш президент, наш глава администрации правильно в нем, на мой взгляд, внес это предложение. Мы с удовольствием такое предложение поддерживаем. Вот обращаясь к научной интеллигенции, я хотел бы вот спросить о практике других стран. Есть ли определенная практика в отношении вот таких вот государственных чиновников, которых придерживаются страны? Вы знаете, практика в этом отношении в разных странах, конечно, разница друг от друга. Есть страны, где очень строго соблюдаются секреты данной страны, и носители секретов перед выездом за границу, конечно, проходят очень тщательную
проверку. В этом плане я вот что хотел бы подчеркнуть. Рамзан Ахматович имеет особые качества политика, когда он поднимает наиболее актуальные злободневные проблемы. В последнее время президент России Путин выдвинул целый ряд инициатив по дальнейшему укреплению государственности. Одна из них, это, все вы об этом знаете, запрет высшим чиновникам, депутатам иметь счета в заграничных банках. И вот логическое развитие этой инициативы, безусловно, та, которую выдвинул Рамзан Ахматович, носители государственных секретов, высшие чиновники также должны иметь ограничения. Это не означает ограничение личной свободы миллионов россиян. Ведь рядовые граждане, да и среднего уровня, они спокойно могут и в гости ездить, и на отдых ездить. Это речь идет о высших чиновниках, которые действительно допущены государственным интересам. И эти люди должны знать, что во имя сохранения государственных секретов они должны пойти на определенные ограничения свободы передвижения. Вот о чем речь идет. Потому что в интернете появились сообщения, вот железный занавес, опять закручивают гайки. Нет, подавляющая масса российского населения не имеет счетов в зарубежных банках, они не являются секретоносителями, и они совершенно спокойно могут ездить, и я думаю, эту инициативу и поддержат, потому что все-таки, мы не говорим, и Рамзан Ахматович не говорит, что все высшие чиновники потенциально, так сказать, опасные люди. Нет, речь идет о единицах, но даже будут, если 1-2 случая, это уже нанесет огромный вред государственным интересам. Не секрет, что отдельные высшие чиновники имеют за рубежом счета в банках, зарубежных банках, а ведь эти счета и зарубежную недвижимость можно использовать как средство давления. Если высшему чиновнику, выехавшему за границу, нам скажут, что а мы ваш счет, в общем-то, арестуем, есть подозрение, что он не совсем чистый. И, конечно, ради того, чтобы этот счет не тронули, он может пойти и на выдачу определенных государственных секретов. Вот о чем речь идет. Точно так же, как, скажем, вот у многих чиновников, да и депутатов, дети учатся за рубежом. Но, может быть, было бы лучше, если они патриоты, чтобы эти дети учились в российских вузах, российских школах, а вот свое влияние, свой государственный вес направить на улучшение российского образования. Это самый легкий путь, по которому я иду, направляя их за рубеж, вместо того, чтобы заботиться о нашем образовании. Поэтому я думаю, что инициатива Рамзана Ахматовича, она действительно по очень актуальной, злободневной теме. Она не ограничивает свободы передвижения миллионов россиян, но она направлена на укрепление российской государственности. А вот хотел бы в продолжение, вот вы сказали об инициативе Рамзана Ахматовича Кадырова, вот хотел бы узнать и ваше мнение, и вообще мнение сегодня присутствующих в зале. Как вы считаете, эта инициатива Рамзана Ахматовича Кадырова, она исходила как главы региона или же как государственника? Я думаю, прежде всего, как от государственника. Просто, или, может быть, это просто как гражданин, как патриот своей гражданин, Родины. патриот и прежде всего человек, который беспокоится об обороноспособности российского государства, об укреплении этих обороноспособностей. Прежде всего, в первую очередь, Рамзан Ахматович в моем представлении себя представляет патриотом и гражданином Российской Федерации, потому что каждый его внешнеполитический шаг, каждое его действие всегда направлено именно на укрепление российского государства. И во имя вот этого он и с оружием в руках отстаивал эту целостность и единство российского государства. Я узнал о статье, я пользуюсь социальными сетями, есть такая социальная сеть Инстаграм. И когда увидел информацию, которую написал Рамзан Ахматович Кадыров в Инстаграме по данной статье, я тоже не был равнодушен к этому и, естественно, добавил свои комментарии и, то есть, выразил свою точку зрения, что я полностью поддерживаю как гражданин тоже Российской Федерации и патриот своей страны. И здесь хотел бы отметить еще такую мысль, которую высказал Рамзан Ахматович Кадыров, о том, что это все-таки
вот повторюсь, не ограничение свободы, это не железный занавес для страны в целом. Ведь если ты хочешь быть чиновником, если ты хочешь быть бизнесменом, просто заниматься какой-то определенной деятельностью, то ты можешь, безусловно, этим заниматься, никто тебя в этом не ограничивает. Но если ты хочешь быть государственником, если ты хочешь занимать какие-то определенные должности, посты, то, естественно, у тебя должны быть какие-то определенные ограничения. И вот эта мысль, она, в принципе, проходит через вот эту всю вот статью. Вот ваше мнение тоже я хотел бы услышать, чтобы вы поделились. Если можно, вот один момент, то, что Духлага Баштаевич сказал про министра энергетики Адамова, если вы помните, которого арестовали несколько лет тому назад в Швейцарии. Опять-таки, арестовали его по чему поручению? Из океана Соединенные Штаты, если вы помните, быстро подготовили материал, направили в Швейцарию, где тот пребывал. И, казалось бы, Швейцария отдельное государство, Соединенные Штаты, вон там сидят там, за океаном, а нет. Да тут же задержали. Мы не знаем, о чем он там давал, что, может, в него вкололи, да, то есть какую информацию из него вытащили. Мы не знаем этого, но есть прецедент. Что касается инициатив, конечно, Рамзан Ахматович патриот номер один, государственник в нашей стране. И нравится это кому-то, не нравится, это их проблемы. Мы видим результаты, да, то есть это Грозный, это республика, это послевоенная ситуация. Но и самые главные примеры. Помните, когда одна из первых его инициатив была о запрете игорного бизнеса, что было, какие сигналы, какие стрелы полетели к нам из там, Москвы, из каких-то там властных структур. Вот Рамзан Ахматович шариатское государство объявил, вот он там нарушает права там, малого бизнеса, среднего бизнеса. Но через буквально несколько лет государство само решило закрыть весь игорный бизнес, так как уже дошло до того, что все продавали эти больные люди. То есть вплоть даже до членов своих семей закладывали, чтобы вот сыграть в эти игры. Точно так же ограничение там, алкоголя, продажи алкоголя. Точно так же критика пошла, и причем с депутатских каких-то там трибун, там различных ведомств. Также пошла критика, то есть все СМИ разрывались, вот опять шариатское правительство, правление, вот он это. А сейчас каждый регион, практически там Саха, Якутия, у которых проблема, общество спивается, да и многие там, Краснодарский край, Москве, то есть центральная Россия, уже задумывается об ограничении этого, так как государство сегодня в год теряет 500 тысяч человек от прямого воздействия алкоголя. Из 100, вот статистика, я буквально неделю назад получил запрос от МВД России, я направлял запрос на получение статистики, количество убийств, состояния алкогольного опьянения, которое совершается в Российской Федерации. 80% всех убийств, которые совершают, мы сегодня об этом, мы также эту инициативу видели и у Рамзана Ахматовича, если вы помните, в Инстаграме он об этом говорил. Это огромное количество людей, которые убивают, совершают такие преступления в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, государство потом их арестовывает, содержит. Да? То есть государство выделяет деньги на содержание этих людей. Точно так же разводится огромное количество семей. Тут же брошенные дети. Точно так же человек выпивает, попадает в больницу, у него что-то отказывает, а государство его лечит. И в итоге на все это, как мы видели и слышали, государство ежегодно теряет 1 триллион 700 миллиардов рублей. Ежегодно. Сегодня здесь присутствует руководитель департамента по внешним связям. Я хотел бы, чтобы вот вы, наверное, бываете за границей, может быть, часто бываете, и хотел бы вот у вас спросить, а на себе не проявляет ли интерес к нашим чиновникам, вот иностранные там руководители, может, иностранные агенты? Вы на себе не чувствовали такого? Вы, по-моему, мысли читаете. Действительно, начнем с того, что я считаю, что
инициатива Рамзана Ахматовича в данном случае это действительно инициатива и государственника, и очень любящего свою родину патриота, только человек, у которого действительно есть в душе любовь к своей родине и желание, чтобы она была лучшей и чтобы она была сильнее, только у такого человека могут рождаться такие мысли и инициативы. И, на мой взгляд, эта инициатива даже не подлежит обсуждению, потому что любой здравомыслящий человек должен понимать, что это правильно. Это направлено на укрепление обороноспособности российского государства, как здесь уже было сказано. Это первое. Второе, я мог бы действительно, за последний год, пока меня назначили руководителем департамента, очень много приходилось бывать и за границей, много приходилось с кем общаться. Вот как коллега наш, депутат Госдумы, говорил, есть люди, государственные какие-то деятели, хозяйственные деятели, которые, может быть, не подпадают под, скажем так, под определение каких-то военных секретов или военных тайн, но имеют отношение к хозяйственным, государственным тайнам, к другим, которые представляют очень живой, широкий интерес на Западе для спецслужб. И одно дело, что эти люди, допустим, находясь у власти какое-то время, создают себе счета за границей, заранее зная, что они туда рано или поздно выйдут, и получается, наше государство это им позволяет делать и отпускает их. Не говоря уже о том, что уже уехав, они фактически являются просто-напросто, я даже не знаю, как это сказать, врагами это однозначно, они являются банком информации для иностранных спецслужб. Просто банком информации. Это раз. Есть другая категория деятелей государственных, которые, в принципе, не создают там счета, скажем так, не являются заранее врагами своего государства, но когда они выезжают, они так или иначе попадают в поле внимания спецслужб, с ними так или иначе начинают заигрывать как-то. Я могу клятвенно заверить, что заигрывают с каждым чиновником, который уезжает. Это настолько конкретно заигрывают, и иногда заигрывают без всяких, скажем так, без всяких прикрас, абсолютно прямо, абсолютно, как говорится, в лоб. Таким образом заигрывают в первую очередь американцы. Со мной тоже заигрывали, я это знаю. И вопрос уже идет даже не об этих чиновниках, спецслужбы идут гораздо дальше. Создаются целые организации, целые программы, которые отсюда выводят молодых людей. Вот в частности, та же самая программа «Открытые меры» Госдепартамента США. По этой программе в каждом регионе Российской Федерации у нас, может быть, я неправильно сейчас это говорю, но я говорю искренне и говорю точно так же, как человек, который не согласен с такой постановкой вопроса. Молодые люди с разных регионов Российской Федерации ежегодно отбираются по принципу лидерства, по принципу, что они в будущем могут играть какие-то ключевые роли в своих регионах. Они отбираются, на 10 дней они приглашаются в США, где их возят, где бы там ни было. Я был по этой программе, поэтому я знаю. Бесплатно совершенно возят. С одной стороны, очень красивая инициатива, и было бы все нормально, если бы к ним абсолютно неприкрытый интерес не проявляли спецслужбы. То есть сегодня идет разговор не только даже о чиновниках, которые уезжают, к ним точно применяются какие-то технологии, на них точно выходят и с ними точно пытаются заигрывать. Вопрос уже даже не о них, а вопрос даже о молодых людях, которые должны кем-то стать в будущем. Вот так. Так что инициатива совершенно правильна, и дай Бог, чтобы она была далеко не последней, и чтобы за этим последовала цепь событий, которые послужат на укрепление нашей страны. Спасибо.
Спасибо большое. Сегодня здесь также присутствует духовенство, спортсмены, и я хотел бы обратиться вот к ним. Сегодня вас на самом деле никто не обязывает, вы не государственные чиновники, и вас никто не обязывает отстаивать интересы своего государства, своей страны, своей родины. Но тем не менее на различных площадках, да, на различных спортивных площадках вы занимаетесь именно этим. Вы отстаиваете честь своей страны, своей родины. И хотелось бы узнать ваше мнение. Сегодня здесь идет обсуждение данной инициативы и, скажем так, глаз народа. Мы хотим вас услышать. Предложение, наверное, которое было выдвинуто главой республики, наверное, не в своих интересах оно выдвинуто, а в интересах государства. И мои выезды в основном, то есть выезды бывают в составе сборной России, то есть я выезжаю в составе страны. Отдельного выезда не бывает. А что касается чиновников, то я имею в виду, наверное, на них возложена как другая ответственность, что ли, ответственность государства. И я в этом поддерживаю главу республики. Потому что, как я уже и сказал, он не свои интересы преследует, а интересы государства. Позвольте, мы 16 лет работаем по развитию гражданского общества в Чеченской Республике. И я хочу сказать, что меня иногда такое недоумение вызывает мнение правозащитников, псевдоправозащитников, я бы их так назвал, борющихся якобы за демократию, за гласность, и называющихся патриотами своего государства. Если мы сегодня говорим о том, что эти правозащитники выступают о том, что является ограничением прав государственных служащих и так далее, то есть здесь всегда просто можно понять одну вещь. Человек, который идет на ту или иную государственную службу, понимает о том, что это ему стоит. У человека всегда есть право выбора. Если он хочет посвятить себя служению государства, служению народу, клянется, присягая этому народу, я думаю, что в этом и заключается его выбор. Он сделал, он определил свой выбор. То есть, идя на эту службу, человек определился в своей жизни и знает, что таким образом он должен служить этому народу. И более того, вот эта инициатива главы Чеченской Республики и поддержанная общественностью, я тоже, может быть, не очень активный пользователь интернета, но тем не менее тоже наблюдая за обсуждениями. В большинстве своем действительно сегодня гражданское общество поддерживает эту инициативу. И, на мой взгляд, именно, как в своем выступлении отметил представитель нашей науки, представители министерства, чиновники, государственные служащие, которые сегодня отвечают на своем посту за те или иные шаги, которые они должны предпринимать, вот в этом случае при поддержке вот этой инициативы, на мой взгляд, действительно должны направить свои усилия на усиление своей деятельности и повышение коэффициента полезного действия от своей работы, чтобы усилить эту работу и Министерства образования, и других министерств и ведомств, для того, чтобы усилить и укрепить государственность Российской Федерации. И от себя хочу лично сказать, что и от общественной организации «Ламаназ», и общественности Чеченской Республики действительно народ сегодня поддерживает главу Чеченской Республики, и инициативу, которая сегодня прозвучала с его уст. Я думаю, что и в большинстве своем, и надеюсь на поддержку Государственной Думы, что эта инициатива будет поддержана, и дальше будут определенные конкретные решения. Здесь поправка небольшая, или дополнение, наверное, к Адлану Шахруде Андреевичу. Здесь вы сказали такие слова: железная занавес, демократия. В стране более 100 миллионов человек. Инициатива Рамзана Ахматовича может касаться только тех лиц, которые являются носителями государственной тайны. Это от 300 до 3000 человек. Это не касается широкой массы чиновников, это не касается широких слоев населения, это касается только этих рядов, кто является носителем государственной тайны. И по железному занавесу, конечно, это никакой не может быть подобием того, что было в холодную войну, и тем более инициатива Рамзана Ахматовича идет как государственника, человека, гражданина, от государственника. Это первое. Второе, нас ни в коем случае никто не сможет обвинить в недемократии, потому что в маленькой республике, которую возглавляет Рамзан Ахматович,
где 1 300 000 человек, 802 общественные организации. Этим все закрыто. Одной цифрой можем сказать. И по демократии. Рамзан Ахматович, глава субъекта, это понятно, федерации, но при этом государственный деятель Российской Федерации. Но есть одно но. Он гражданин Российской Федерации. 3 мировые войны, 2, которые прошли, и 3 сегодня идет. Югославия, арабская весна, Афганистан. Все это начинали европейские страны. Сегодня к ним добавлена Америка. Они начинали 3 мировые войны. И пусть нас не учат демократии те, кто развязывал мировые войны, которые унесли миллионы, десятки миллионов человек на этой планете. Абсолютно мы демократичны, абсолютно мы правы. Мы говорим о защите государственных интересов своей страны, могущества которого желаем. Рамзан Ахматович, как соратник Путина, этого желает. А мы своего национального лидера разных слоев населения, общественных организаций, чинов и должностей, но при этом чеченцы, кавказцы, россияне, мы их, своих национальных лидеров, поддерживаем. Это нужно нам, потому и поддерживаем. Ведь речь идет опять-таки о выборе. Если ты хочешь быть чиновником, который обладает, может, государственной тайной, пожалуйста, будь, но есть определенные требования, которые прилагаются к вот этому званию чиновник, скажем так. Если ты не хочешь быть чиновником, то, естественно, пожалуйста, занимайся чем хочешь, никто тебя в этом не ограничивает. И здесь, наверное, нету речи, наверное, не должна идти речь о том же железном занавесе, о том же, не знаю, об ограничении свободы человека. Я хотел бы все-таки еще раз обратиться и спросить, чтобы больше свое мнение выразили как можно больше людей. Для вас что значит государственная тайна? Такое впечатление, что некоторые чиновники превращают гостайну в товар, который они придерживают, чтобы в нужную минуту, когда им станет тяжело, этот товар продать. Вы недавно говорили, совсем недавно, о религиозной составляющей вот этой проблемы. Вот я работаю кафедрой литературы ЧГПИ, преподаю зарубежную литературу и мировую культуру. Вот знаете, лейтмотив истории мировой цивилизации и любой священной истории, как в мусульманском, так и в христианском варианте, это тема предательства. То есть верность, предательство. И предательство, я хочу сказать, даже пусть не политическая, не экономическая составляющая предательства, идеологическая, а вот нравственное, оно омерзительно. Оно было омерзительно с самого начала создания человека. И оно омерзительным должно стать и сейчас. Вот мы говорим, молодежь у нас сидит, здесь сидит молодежь. А вы представьте, каково будет их недоумение, если человек, который проповедовал самвона, любовь к родине, патриотизм, отработав положенное количество лет, сбегает и начинает распродавать гостайну, то есть то, что для него изначально было товаром, не испытывая никакой любви к родине. И это уже ущерб не просто, допустим, экономической составляющей, громадной любимой страны. Это все равно, что ржавчина в душе молодого поколения. Вот именно это я и хотел сказать. Вот это и есть тот вред, который наносит чиновник. Но я опять же огульно не хочу говорить обо всех, а говорю только лишь о тех единицах бюрократов-чиновников, которые превращают гостайну именно в товар превращают. Спасибо большое. Многие предыдущие товарищи сказали о многом. Я хотел добавить вот о чем. Среди глав субъектов Российской Федерации Рамзан Ахматович является самым молодым представителем. Прежде всего, я думаю, что он озабочен этими, как патриот своей страны, как патриот своей республики, чтобы было повышение безопасности и обороноспособности. Вот если взять средства массовой информации после его выступления, посмотреть, анализ сделать, кто выступает против? Выступают те, кто не хотят, чтобы Россия была могучей державой. И дело не в том, что вот этим предложением покушается на какую-то свободу, безопасность. Просто я думаю, что Рамзан Ахматович хотел, чтобы
появилась ответственность чиновника, который занимает высокую государственную должность, за то, что он говорит, за то, что он делает. Вот возьмите, я не представляю, что вот, Буш, ну, возьмем несколько президентов последних Соединенных Штатов Америки, Буш, Клинтон, Картер, которые сегодня живы. Я не представляю, чтобы я, наверное, может быть, я не досмотрел, чтобы они приехали в Россию или другие государства, чтобы они там читали лекции, выдавали свои какие-то самые тайны. Я не представляю, чтобы вот я 4 года тоже был депутатом Государственной Думы, чтобы в Государственную Думу или в Совет Федерации приехали депутат Государственной Думы или Совета Федерации вместе с бывшим председателем правительства, устроили посиделки и там рассказывали все, что делается в России в негативном виде. Вот это все, я думаю, что сегодня настал момент, вот нужно сделать решительный шаг, чтобы принять на законодательном уровне вот этот закон, который ограничивает госслужащим вот, выезд за пределы страны, сохранение государственной тайны. Я думаю, что больше всего это направлено на это. Я целиком и полностью поддерживаю Рамзана Ахматовича. Я думаю, что это предложение подано вовремя. И думаю, что вот Государственная Дума в ближайшее время, я думаю, что найдутся там здравомыслящие люди, чтобы принять этот закон. Я как раз хотел обратиться к депутатам Государственной Думы, к председателю парламента Чеченской Республики. По вашему мнению, насколько вероятность принятия закона на сегодняшний день вот, данной инициативы главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова? Если вы помните и читали, то в статье было сказано, что на суд общественности выносится это предложение для того, чтобы общественность обсудила, пообщалась. И как раз в это же время вышла статья Горбачева, там заявление, если вы буквально несколько дней тому назад, что России нужна новая перестройка. То есть, и помните, да, какая реакция была в средствах массовой информации, как отреагировало руководство страны на это, потому что одну перестройку он сделал, сейчас он предлагает, то есть посоветовавшись, там, поработав, потому что это же не так просто. Поработав там, да? Ну, конечно, поработав там, он сейчас готовит новую перестройку, как успешный менеджер, исполнитель первой перестройки. Вот. И почему к нам такое внимание, я буквально коротко, из Чеченской Республики, то бишь Северного Кавказа, планировалось Западом создание Афганистана-2. То есть, чтобы здесь эта модель, то есть вечной войны, вечное кровопролитие, вечного производства наркотиков, распространения терроризма. У нас уже один очаг в Азии есть, как под видом Афганистана, Чеченской Республики. Планировалось создать эту базу, и они ее создали. И мы все жили здесь, если вы помните, бессудные расстрелы. Когда рядом расстреливают бедолаг, стоят там те, кто продает людей, их боятся, власть боится трогать. Тем не менее, Масхадова и тому подобное принимают там в Лондоне, там Маргарет Тэтчер, там, и все правозащитные организации Европы молчат и не критикуют. Как только мы начали ломать эту систему, как только мы начали выстраивать нормальную жизнь для нормальных людей, то, конечно, мы стали неугодными, нас стали критиковать, что мы нарушаем права человека. И сегодня, когда в республике стабильность, мир и процветание, то критики очень много. Поэтому никогда, вот в мире конкуренции, никогда Запад не смирится с тем, чтобы Россия была сильным государством, потому что Запад, в том числе вся Европа, голодная, холодная, там нет ничего, никаких ресурсов, и все завоевания, все кровопролития Ливии, это все делалось для того, чтобы захватывать эти ресурсы, и, конечно, взоры вот этих гиен, они обращены сегодня на Россию. Такую слабенькую, такой лев, который ранен, но который еще огрызается. И вот этот, но имеет огромные запасы нефти, газа, золота. И, к сожалению,
есть люди, которые, возможно, на них и работают, такие как Горбачев, такие как Касьянов, такие как Гудков, которые ездят и там жалуются. Но, как говорит Ален, никто не приезжает и нам не говорит, вот как у них в Америке. А в Америке, знаете, как плохо. Там очень плохо, поверьте. Там нет образования, там нет ничего. Там есть районы, куда белому человеку опасно попасть или выйти в городе вот, США. Опасно, потому что его или убьют, или зарежут, или ограбят. То есть это сегодняшние Соединенные Штаты Америки. И когда они учат нас, страну духовную, богатую, многонациональную, красивую, единственную в мире страну, где еще остались какие-то ценности, то, конечно, хотят подавить как можно быстрее, как можно сильнее, под разными там лозунгами. И поэтому у них этого не получится, потому что у нас в стране есть такие патриоты, лидеры, как Рамзан Ахматович Кадыров. Спасибо большое. Вот я хотел бы к председателю парламента обратиться. Вот ваше мнение с юридической точки зрения, может быть, да, с точки зрения политической обстановки сегодняшней в целом по стране, вот как вы считаете, перспектива данного проекта, данной инициативы, превратится ли она в закон? Ну, Шамсаев в своем выступлении сказал, Рамзан Ахматович апеллировал к общественности, на суд общественности в большей степени, и обращение к федеральному собранию имеет то же самое. И наше сегодняшнее мероприятие, тоже, чтобы это донести до общественности, услышать голос народа, народов, которые населяют и нашу республику, представители 44 народов населяют, а в России 183 народа проживает. Если мы услышим, вот как мы сегодня вначале говорили, 99% тех, кто в сетях, кто выступает, кто говорит, политологи, журналисты, писатели, ученые, они поддерживают. Многие в федеральном собрании поддерживают. В частности, в нашем парламенте, если по ассамблеям, пойти по ассамблее Северного Кавказа, ассамблея парламентов Кавказа, абсолютное большинство поддерживает. Это все может получить в виде законодательной инициативы или парламента Чеченской Республики, или ассамблеи парламентов Северного Кавказа, законодательную инициативу на Федеральное собрание, Государственную Думу, Совет Федерации, что может получить завершение, логическое завершение принятием законодательного акта, закона Российской Федерации о том, что говорил Рамзан Ахматович. Эти имеют право, миллионы, десятки, сотни миллионов выезжать, несколько десятков человек или 3000 человек невыездные на 5 лет, на 10 лет, так как это время, служебный период, являлись носителями государственной тайны. И ни в коем случае народ не должен думать о чиновниках. Мы много говорим, по России сегодня только так критикуют чиновничьи ряды. Я народный депутат, я горжусь этим, казалось бы, я тоже должен чиновникам, но я тоже госслужащий, критиковать их. Вы посмотрите, службу армии поддерживает, артистов поддерживает, космонавтов поддерживает, чиновников, специально идет программа тоже оттуда, не поддерживает. А вы не видите, что завтра главнокомандующий, президент страны Путин может остаться без управленцев? Если так критиковать, мордовать, они спокойно могут уйти. Вопрос совсем не из этого ряда. И в наших этих субъектах может происходить. Как поливают цветы, выращивает бизнес, то та страна, которая хочет быть экономически развитой, социально защищенной, с политическими, демократическими институтами, там бизнес растет. Прямо как цветы поливают, бизнесменов растет. Кредиты, условия и остальное. Так и в тысячелетиях в Римской империи, Китайской империи, Российской империи, Советской государственной, тоже своеобразной империи, чиновников растет. Без них управлять государством, тем более таким могучим, самой большой страной в мире, Российской Федерации. Это разные понятия. Я специально на этом акцентирую внимание, чтобы общественность понимала, что это разные понятия. Чиновники нужны. Это служащие государства. Это аббревиатуру можно разную здесь преподнести. Но в этих рядах чиновников, государственных служащих, есть люди, которые являются носителем государственной тайны. На этом и закончил бы. Это может быть 300 человек, это может быть 3000 человек. Не больше в нашей огромной стране, где более 100 миллионов человек. Поэтому конкретика здесь есть, поэтому этот закон может быть принят. Мы готовы его инициировать. Предложение Рамзаном Ахматовичем озвучено.
каков будет ответ от общественности, от народа российского, а в Российской Федерации по действиям президента Российской Федерации, действиям по укреплению нашей российской государственности, идет складывание общности российский народ. Слово за этим российским народом. Инициатива есть государственника Рамзана Кадырова, а мы готовы к инициативе. И абсолютно возможен, как наша инициатива, законодательное оформление федеральным собранием этого закона. Спасибо большое. Спасибо. Я хотел бы завершить свою беседу, нашу встречу. В завершение нашей встречи я хотел бы отметить еще раз, что сегодня здесь присутствуют как представители законодательной, исполнительной власти, общественной, руководители общественных организаций. И на самом деле мы и есть тот народ, то население, которое сегодня, может быть, своим голосом доведет до представителей центральной, федеральной власти, что мы хотим защитить свой народ. Вот. И, может, в поддержку той инициативы, озвученной Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, я хотел бы, чтобы мы сегодня проголосовали прямо здесь, да, и выразили свою точку зрения. Пожалуйста, давайте вынесем на голосование, кто за то, чтобы поддержать данную инициативу, озвученную Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Единогласно. Принято единогласно. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Всего доброго.